Атласовых знают далеко за пределами Якутии. Благодаря им туристы узнают древние традиции народа Саха. Якутские оладушки – сакральное блюдо. Их пекут, когда нужно совершить обряд кормления огня. В старину запах оладушков символизировал конец зимы, потому что их пекли, когда семья собиралась переезжать из зимнего дома в летние балаганы. Валентина Атласова оладушки печет почти каждый день. Они нужны, чтобы проводить якутские обряды для туристов. Я помню, моя мама, когда пекла оладушки, обязательно бросала один в огонь, чтобы угостить дух огня. Я сначала не понимала, зачем мама это делает, а потом услышала от шаманки: кормить огонь надо, чтобы он добр к семье был. А сейчас уже сама этот обряд совершаю. Валентина и Василий туристов встречают около арки из прутьев. Такие ворота обычно ставят во время праздника солнцестояния. По правилам, девушки проходят через левую часть ворот, юноши через правую. Таким образом, они заряжаются солнечной энергией. На территории усадьбы несколько сооружений: коновязные столбы, саргэ, зимние и летние балаганы, так называются традиционные жилища якутов. В одном из балаганов установлен табык. Это самый большой ударный инструмент. Он сделан из шкуры трехгодовалого быка. В него бьют по особым случаям. Айхал в переводе с якутского языка означает «слава». Таким образом, гости прославляют духов. Еще одна арка, похожая на огромного человека. Это небесные ворота Чичипкан. Раньше через такие сооружения проходили охотники и воины, чтобы силу и удачу от духов получить. Сегодня гости, оказываясь под священными воротами, загадывают желания. Дальше гостей приглашают в дом. В комнате справа от входа находится камелек. Это национальная печь. Их до сих пор ставят в летних балаганах. Камелек – священное сооружение. Здесь живет дух огня, который дарит людям тепло и связывает их с духами. Поэтому тюркские народы и в наши дни с почтением относятся к огню. Хамус – символ духовности народа Саха. Этот музыкальный инструмент известен более 5000 лет. На нем играют все тюркские народы, но именно в Якутии музыка хамуса получила статус священной. В семье Атласовых лучше всех на хамусе играет дочь. Она своей музыкой помогает родителям проводить экскурсии. Рассказывать туристам о культуре Саха – это благородная миссия. Но Атласовым хочется сделать что-нибудь и для самого народа. Так родилась идея построить Тенгриан-храм. Тенгрианство – древняя вера тюркских народов. Тенгири – создатель мира. В древности его образ связывали с солнечным светом. Может, еще и поэтому Саха называют себя детьми солнца.
детьми Тенгери. Старая вера, тенгрианская вера, она имела те же иконы, она имела те же храмы, она имела то же самое внешние, те же атрибуты, очень многие, сходство колоссальное, то есть практически полное сходство. Но потом получило развитие в христианстве, а старое обрядчество, старая вера, она стала как бы отходить на второй план, затухать. С виду храм напоминает христианский, в первую очередь наличием креста, однако крест – символ и тенгрианства. В древней вере он был разносторонним, символизировал горизонтальные и вертикальные миры. В точке пересечения живет человек. В храме несколько пределов, символизирующих небесные ярусы и ступени духовного развития человека. По вере Саха, лишь тот, кто сумеет признать себя частью природы, а не поставить выше нее, сможет достичь вершин духовного развития. Повсюду развешаны православные иконы. По мнению якутов, христианство вышло из тенгрианства. Например, главный символ православия – Троица – не что иное, как три духа, отвечающие за этот мир.